Добрый день! Мы представляем вашему вниманию экспозицию документов «Шедевры рукотворной красоты». 26 ноября – День чувашской вышивки, который был установлен указом главы Чувашской республики от 17 октября 2020 года. Эта дата была выбрана не случайно, так как она приурочена ко дню рождения Екатерины Иосифовны Ефремовой, художницы по вышивке, заслуженной художницы РСФСР и Чувашской АССР, народной художницы Чувашской АССР. Ко дню чувашской вышивки Госархив современной истории подготовил экспозицию документов «Шедевры рукотворной красоты» на основе материалов из личного фонда Екатерины Иосифовны Ефремовой. Екатерина Иосифовна родилась в селе Егоркино Чистопольского уезда Казанской губернии, ныне Октябрьского района Республики Татарстан, 26 ноября 1914 года в семье учителя начальных классов Иосифа Ефремовича Ефремова. Любовь к искусству, переданная Ефремову от отца, определила всю ее дальнейшую жизнь. В 1923 году, спасаясь от голодной смерти, семья Ефремовых переехала на родину отца в Чувашу, деревню Мамликасы Цивильского уезда Чувашской автономной области к дяде Филиппу, знаменитому на всю округу кузнецу. Там большое влияние на маленькую Екатерину оказала бабушка Мелания, бережно хранившая изделия, сотканные, сшитые и вышитые замечательными руками. Так в юной Кате зародилось желание творить, стал проявляться талант будущего художника. Во время учебы в фабрично-заводской 7-летней школе Ефремова брала уроки рисования у Моисея Спиридонова, одного из основоположников чувашского профессионального изобразительного искусства, собирателя и исследователя чувашского народного орнамента. К этой работе, наряду с другими, он привлек и Екатерину Иосифовну, что во многом повлияло на ее будущую судьбу. В 1931 году, после окончания 7-летней школы, по рекомендации Спиридоновой и по направлению школы, Катя уехала в Москву и поступила на вышивальное отделение Московского промышленного художественного техникума имени Калинина. Ее мечта была стать художником по народному орнаменту. В 1940 году Екатерина Иосифовна Ефремова поступила в Московский институт прикладного и декоративного искусства на керамический факультет. После реорганизации проектно-конструкторского бюро в 1966 году она стала главным художником на Чебоксарском производственном объединении художественных промыслов «Богат-Тере», где проработала до сентября 1980 года. Екатерина Иосифовна Ефремова на протяжении всей своей творческой деятельности являлась активным участником республиканских, всероссийских, всесоюзных, всемирных и международных выставок. С 1939 года ее творения были представлены более чем в 60 странах. В 1961 году она вступила в Союз художников СССР. Деятельность Екатерины Иосифовны Ефремовой была направлена на сохранение традиций чувашской национальной вышивки, возрождение ее на профессиональной основе. Ее творчество широко известно и любимо чувашским народом. В личном фонде Ефремовой ярко представлена ее творческая деятельность. Здесь сосредоточены эскизы вышивок на украшениях, на костюмы и на скатерти, фотокопии вышивок, статьи. По словам самой Ефремовой, национальная вышивка, представляющая собой уникальное культурное наследие народа Чувашии, широко распространенный вид декоративно-прикладного искусства, в котором узор и изображение выполняются вручную, иглой, иногда и крючком, или посредством вышивальной машины на различных тканях, войлоке и других материалах, льняными, хлопчатобумажными, шерстяными, шелковыми, чаще цветными нитями. Вышивка народа Поволжья на первый взгляд чем-то похожа, но они легко отличимы. Марийская имеет более плотный орнамент, более декоративный, несмотря на то, что техника напоминает чувашскую. Декоративная вышивка мордовская, но чувашская вышивка отличается изяществом, ювелирностью исполнения. Иногда в изделиях не отличишь левую сторону от правой. Каждый предмет одежды имеет свой орнамент, технику исполнения и цвет. В чувашской вышивке 26 видов швов. В своих вышивках Ефремова искусно, с пониманием законов красоты, с идеальными пропорциями в соотношении композиции элементов использовала и варьировала богатые каймовые узоры. Изящные розетки-кеске, которые украшались на груди у разреза старинных женских рубах, а излюбленными образцами художницы стали кони возле древа жизни,
птицы и солнце, их озаряющее. Создавая свои композиции для одежды или интерьерных вещей, она поддержала и довела до совершенства искания художников 20-30-х годов по продлению бытования народного искусства в новых условиях современной жизни. Чувашская вышивка поистине уникальна, она богата узорами и техниками исполнения. У нее нет узлов и отсутствуют изъяны. Готовая работа выглядит одинаково с обеих сторон. Вышивка является важнейшим элементом традиционной культуры чувашского народа и его национальной гордостью.